сегодняшнем Евангелии мы слышали слова Господа о том, когда пришла к Нему одна жена от грешных, и которая плакала пред ногами Господа, утирала слезами и волосы своими ноги Господа, и миром мазала их. Сия она соделала к погребению, Господа готовила его, и, исповедая грехи свои, каялась в них. Господь призывает нас и взывает к нам в Святом Евангелии о том, что придите ко мне, труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы. Возьмите иго мое на себе, и научитесь от меня, яко кроток есть, и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Иго мое благо, и бремя мое легко есть. О каком же иге Господь говорит, и какое же бремя, о котором говорит Господь в Евангелии? Он говорит, что в миру скорбны будете, но дерзайте, яко аз победит мир. О всех этих скорбях Господь предупреждает нас, говорит, чтобы мы были готовы к этому. И мы знаем, что мученики в первые времена особенно, они с радостью шли на эти мучения, знали, потому что Господь тоже прошел через мучения, через страдания, через оплевание и заушение, через смерть крестную, и принимал ее, и молился об этом: Господи, да будет воля Твоя, то есть принимая ее как волю совершенную, совершенного Бога, Отца Своего. Но мы поступаем не так всегда. Мы отвергаем, даже если мы читаем каждый день по много раз, читаем «Отче наш», там есть такие слова: «Да будет воля Твоя». Но когда приходит воля Божия, какие-то наступают искушения, какие-то скорби нас касаются, мы все время боимся их, опасаемся и говорим: ну вот опять искушение. Как будто это какое-то зло к нам пришло, и вот это зло, которое, и мы начинаем его бояться. Мы не должны бояться, потому что Господь говорит, что это иго мое, которое я возлагаю на вас. И Он говорит еще в Евангелии о том, что глаз головы вашей не упадет, без воли Отца Небесного. Чтобы не приключилось с вами, невозможно этому прийти без воли Божией. Все это приходит с Его только дозволения. Если мы читаем Библию в Ветхом Завете, когда в книге Иова, то нам там именно показано, как это все это происходит. То есть пришли ангелы поклониться Господу, и с них пришел и падший ангел, то есть дьявол. И он говорит ему, что, конечно, вот ты любишь своих созданий, и ты их бережешь, и не дозволяешь им ни в какие искушения впасть. Из этого, конечно, они хвалят тебя и любят тебя. Но если ты только оставишь хоть немножко их, то тут же начинают роптать, и нет у них веры, ни любви к тебе. И тогда вот именно Господь позволил дьяволу, Он сказал, что все, что вокруг него есть, все отдаю тебе в руки твои, только души его не трогай. И тогда мы знаем, что напали на него искушения, что погибли его дети, которых было 7 сыновей, 7 детей, вернее, там были дочери и сыновья были. И все погибли, все имение его, то есть все скоты, которые были там, и овцы, и все это погибло, то есть у него ничего не осталось. Но возроптал ли Иов? Нет, он сказал, что Господи, что наг я и шел из чрева матери моей, наг и отыду. Потому что ничего мы не имеем в этой жизни, все это пришло нам от Господа. И в этом состоянии вот человек должен находиться постоянно, потому что от нас только Господь требует, это смирение. Почему Он нас посылает нам эти скорби? Ради этого как раз смирения, чтобы мы смирились и приняли. Но у нас, к сожалению, нет этого смирения. Мы не принимаем это от руки Господа. Мы это принимаем или от ближнего, или от дьявола. Но если мы только научимся
себя постоянно видеть в этом руку Божию, то есть не спрашивая: Господи, за что мне это, а говоря: Господи, для чего мне это? То есть мы должны рассуждать, как апостол говорит: если в ихом рассуждении были, не в ихом осуждении были. То есть мы должны всегда рассуждать, для чего Господь нам это послал. Если Он посылает, значит, это Он знает, в чем я должен себя проявить, что я должен сделать. То есть найти должен выход. Как бы мы, когда проходим каким-то коридором и заходим в какую-то комнату, и за нами дверь закрывается сзади, и мы кажется, что все, назад нам некуда идти, потому что вся наша жизнь, она идет только вперед. Как и апостол говорит: все, что заднее забываем. То есть то, что было вчера, то, что было много лет назад, мы должны все это забывать, потому что это уже пройдено. И было ли это на самом деле, и что было, это все как сонье, оно мимо идет. Наша жизнь настоящая, она здесь и сейчас. Когда в данный момент я в этом моменте, когда я существую в настоящем, оно называется настоящее. И я в нем пребываю. Я и должен тогда принимать это от Господа, для чего мне это надо. Что я должен сделать, как я должен себя проявить, какой путь мой. И предо мной всегда будут стоять две двери. То есть как бы я куда должен идти, или направо, или налево. У нас есть свободная воля, по которой мы выбираем, куда мы пойдем. Идем ли мы по пути этого искушения, то есть дьявола, который нам предлагает, но он не навязывает, он нам предлагает. Или мы следуем за Господом, то есть как бы мы принимаем это от руки Божьей. Каждый человек должен именно рассуждать, когда находит какое-то искушение, какие-то скорби, раздражение, например, от ближних или от кого-то. Он должен узнать, для чего мне это, Господи, как я должен поступить. То есть не сразу врываться в это, как бы с поспешением, с каким-то отражать это искушение или как-то противоречить ему. Но Господь ведь не противостоял, Он не противоглаголовал. Он молчал всегда и принимал все, когда Пилат ему говорил, и когда задушали его и оплевали его, только молчание следовало за ним. Желаю вам всем, чтобы